Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для стрельцов. Вот это у нас карта недели, отношения, работа, финансы, удача недели, проблема недели, совет. Король трефовый выходит стрельцам на эту неделю. Очень многое неясно, очень многое будет вызывать сомнения или будет мешать действовать. Эта карта также очень часто связана с самообманом. То есть мы вот в чем-то уверены на 100%, а время проходит и оказывается, что это совершенно все неправильно, не так, и мы сами себя в какую-то ситуацию загнали, вот не разобравшись в чем-то как следует. Карта говорит о том, что нужно прислушаться к чужому мнению, спросить совета людей, которых мы уважаем, может быть, тут чему-то поучиться. Вот эта карта, она прям связана с интеллектом. Вот если посвятить эту неделю интеллектуальной деятельности, это вот самое то, что нужно. Если же предпринимать какие-то действия, не понимая точно ситуацию, или, допустим, мы думаем, что ее понимаем, а на самом деле это не так, тут вот могут быть ошибки, могут быть обманы, конфликты какие-то могут быть и так далее. Вообще, вот карта говорит о том, что нужно обязательно дождаться определенности, не нужно действовать, пока непонятно, что именно происходит. В общем, разобраться в ситуации, только после этого действовать. Лучше пока все обдумать, запланировать, учиться хорошо, экзамены сдавать. Вот это все очень здорово. И не доверять себе, вот каким-то своим убеждениям, которые вот из прошлого, да, все проверять. Допустим, есть какая-то гипотеза у нас, да, мы сначала допускаем, мы даже если не верим в это, мы допускаем, проверяем на практике. Если работает, мы это принимаем. Если не работает, ну, значит, мы были правы, отвергаем тогда. То есть не нужно сразу отвергать без проверки. А теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, король пиковый говорит о том, что, скорее всего, у вас здесь знакомство с человеком творческим, может быть, по интересам, может быть, в группах в каких-то. Это может быть человек из другой страны или просто, может быть, который говорит на другом языке. Это карта, которая говорит о встрече с человеком очень уверенным в себе. Человек, который, может быть, даже, знаете, может такой подавляющей личностью быть, поэтому вот осторожно. То есть, конечно, хорошо, когда человек хорошо к себе относится, верит в себя и так далее, но если это в меру, да, лишь бы это только не было чересчур, тогда с ним трудно общаться. То есть не нужно спешить, нужно постараться понять, что за человек перед вами. Но знакомство вот возможно. Человек, скорее всего, довольно-таки известный, знаменитый, может быть, в своих кругах. Для тех, кто в паре, девятка бубновая, карта говорит о том, что у вас здесь могут быть какие-то значительные перемены в отношениях. И, знаете, вот то, что касается не просто дел каких-то материальных, а вот на уровне души, на уровне взаимопонимания, на уровне общих интересов. В общем, такие глубинные какие-то могут быть перемены. Может быть, какой-то очень важный период для вас заканчивается вот в семейной жизни, вот в паре, да, и есть такой вот момент перехода. И чем эта карта хороша, она дает улучшение для тех отношений, которые и так хорошие, да, то есть на новый уровень выводит. Это дает такое качественное изменение, которое отражается в статусе. Допустим, если были не в паре, если вы были в паре, значит, можете там заключить брак. Если жили без детей, то можете решиться ребенка завести. Ну, в общем, что-то такое качественно важное происходит. Но если ваши отношения были как бы без взаимного понимания, то они тут могут развалиться вполне. Поэтому, может быть, даже это и хорошо, и не стоит об этом жалеть, если действительно вы разные люди. Может быть, рядом с вами где-то есть человек, который вам действительно больше подходит, с которым вы будете счастливы. Вот эта карта тоже об этом и говорит, что
Да, даже если так и произойдет, то это к лучшему, потому что вы встретите свое счастье. Теперь еще что хочу сказать по этой карте. Карта говорит о том, что нужно следить за здоровьем обязательно себя и своего партнера. Здесь не просто какие-то, ну, как это лучше сказать, изменения на один день. Тут должны быть какие-то серьезные перемены. То есть это смена режима надолго, смена физической активности надолго. То есть нужно прям менять очень кардинально здесь все. Питание, диета, здоровье, в общем, все здесь очень важно, и нужно к этому отнестись серьезно. Скорее всего, вы понимаете, про что я говорю. Так, теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, есть возможность перемен, но, возможно, эта работа все-таки либо предполагает какие-то поездки, переезд, командировки, либо просто что-то для вас непривычное, неожиданное. Но, кстати, эта карта говорит о том, что вам все-таки станет легче работать, свободнее как-то вы будете себя чувствовать, легче будет выражать себя. А для тех, у кого уже есть работа или свое дело, дама бубновая говорит о том, что поворот какой-то происходит, резкий, причем поворот, неожиданный, скорее всего, и даже это тем более трудно переварить, когда у вас есть какие-то серьезные планы, когда у вас уже было какое-то очень устойчивое положение, и вы были уверены, что вам ничего менять не придется. А тут вот предлагает жизнь какой-то поворот. И лучше всего здесь не упрямиться, лучше всего за жизнью идти, потому что иначе здесь могут быть сложности, проблемы. Все-таки очень важно здесь именно навстречу жизни идти. Если меняется что-то, вы тоже должны меняться, мы тоже должны меняться. Тогда все будет в порядке. Причем вот здесь, знаете, как может быть сложность в том, что сразу несколько возможностей есть, сразу несколько путей, несколько планов, и все они хороши, да, вот как реагировать на новую ситуацию. И вот этот момент выбора, он будет очень сложный. Но все-таки его нужно сделать. Вот хуже всего не выбирать. Особенно вот здесь вот с этой картой, с главной, да, очень сильно связано. Как только вы поняли, что делать, нужно сразу предпринимать действия. Но действия не стоит предпринимать, пока вы не разобрались, пока вы не сделали как бы оценку, да, вот что для вас лучше. Слушать нужно интуицию обязательно здесь. И также вот эта карта очень хорошая для посредничества. Если у вас какие-то сделки есть, в которых вы посредник, вот эта карта, наоборот, говорит для того, чтобы этим всем заниматься лучшее время. И зарабатывать хорошо, и заключать какие-то договоры, вот именно посреднические, очень хорошая возможность здесь есть. Может быть, даже эта деятельность будет новая, связанная с посреднической деятельностью. То есть вы сводите людей между собой. То есть ищет человек, допустим, того, кто приобретет у него там товар, услугу, а вы являетесь таким посредником для него, находите как раз ему вот этих самых клиентов, людей и так далее. То есть очень хорошая для вас возможность. Теперь денежки, да, для тех, у кого зарплата. Дама пиковая говорит о том, что могут быть какие-то неожиданные поступления, либо просто здесь оплата может быть за услуги, за какое-то, может быть, единичное даже, единичное там консультирование, какую-то вот работу, единицу работы, да. Кроме того, здесь может быть что-то неожиданно тоже приходит, какая-то оплата как подарок, как премия. Для тех, у кого свое дело. Здесь, скорее всего, много трат будет. Траты на дом, на семью, на детей и так далее, на родителей. Также эта карта очень часто связана с приобретением недвижимости. Может быть, допустим, у вас была ситуация, что вы долгое время не могли продать недвижимость, да, но пытались продать сами, а теперь с помощью посредника можете это сделать. То есть вам на этой неделе может подвернуться вариант. То есть вы можете найти агентство или человека, который может вам помочь.
или, допустим, вы наоборот покупаете, да, то есть сами искали жилье, не могли найти, а тут с помощью посредников у вас получается, то есть может и такой вариант быть. Если говорить просто о заработках, то здесь не всегда все просто, скорее всего, может быть, и сделки даже какие-то будут срываться или откладываться, то есть здесь вот может быть не очень хорошо. Не постоянно, то есть где-то вот наполовину ваши желания тут исполняются, но совсем без денег вы не будете, то есть самое необходимое, нужды, да, они будут покрыты обязательно, то есть насчет этого можно не переживать. Теперь удача недели в вольте бубновом. Карта говорит о том, что здесь нужно обязательно активно действовать и выполнять все взятые на себя обязательства. В этом удача. Кроме того, вот то, что мы будем делать на этой неделе, оно будет влиять прям до осени. Вот эта карта, она, так, по-моему, это у нас октябрь, да, то есть вплоть до октября вот закладываются какие-то очень важные события. То есть то, что вы сделаете на этой неделе, какие-то решительные шаги предпримите, может быть, какие-то радикальные решения будут приняты. Вот это будет вплоть до осени отражаться на вашей жизни. Если же, допустим, сейчас ничего не решать, откладывать все, да, вот есть неопределенные ситуации, и мы даже уже как бы понимаем, как действовать, но все равно не действуем, то тогда проблемы мы создаем себе надолго. Вот в этом у нас смысл, да, то есть удача только в активных действиях, удача только когда мы решаем проблемы, когда мы разрубаем все вот эти узлы, да, когда мы анализируем ситуацию и принимаем решения и действуем сразу же, то есть вот такого рода ситуации. Кроме того, здесь еще очень важная тема партнерства, да, вот очень важно именно на этой неделе договариваться, заключать соглашения, в общем, какие-то взаимные обязательства выполнять. Если это касается отношений личных, то же самое, да, вот эта карта у нас намекает на такой вот большой переход какой-то качественный в наших отношениях, да, либо в плюс, либо в минус. Так вот, эта карта как раз говорит о том, что здесь нужно все вовремя решать, не пускать на самотек. И в этом будет удача. Проблема десятка пиковая. Скорее всего, нет возможности каких-то решительных шагов слишком больших и сразу. То есть у нас есть все равно какие-то ограничения, какие-то задержки. То есть мы можем здесь действовать в каких-то рамках, да, и вот эти рамки, они, конечно, проблему создают. Нет возможности там покупать, продавать то, что хотим, зарабатывать сколько хотим, там ехать в другую страну или еще что-то такое. В этом проблема, конечно. Но вот что можем, то и делаем. Все-таки надо не ждать, когда мы полностью можем себе позволить все, что угодно, а нужно вот хотя бы то, что можем делать. И совет десятка бубновая. Карта говорит о том, что нужно вот копать до ясности, нужно обязательно прояснять ситуацию, нужно искать нужную информацию, нужных людей, не хватает знаний, нужно учиться, не хватает опыта, приобретать. Может быть, если не хватает возможности зарабатывать, может быть, нужно менять профессию. В общем, здесь все очень серьезно, да, вот эта неделя для стрельцов очень важная. А также это карта таких сюрпризов очень часто, да, то есть нужно быть готовым к сюрпризам от судьбы, от других людей. Сюрпризы бывают у нас разные, да, и приятные, и неприятные, и мы должны вот как бы на все реагировать как бы положительно и стараться все обернуть себе на пользу. Тогда вот мы всю неделю сможем хорошо прожить. Также карта говорит о том, что нужно читать, нужно общаться, нужно писать письма, звонить и так далее. То есть это все очень важно. Вот коммуникации тоже вот выходят на первый план на этой неделе. Друзья, желаю прекрасного времени, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, радости. До новых встреч!